С проектами по благоустройству городов и районов, те, кто не успел этого сделать на сайте администрации, 18 марта имел возможность ознакомиться рядом с избирательными участками. Баннеры и проспекты своими дизайнами устремляли в будущее. По всей республике таких вариаций 29. Формировались они из пожеланий самих жителей, а реализовывать будут уже по результатам воскресного голосования. Основная роль здесь отводится участию граждан в этой программе, и те дворовые территории, которые выбираются для ремонта по этой программе, это не те дворовые территории, которые назначит администрация муниципалитета или некие руководители, это те, которые выбирают граждане общим голосованием при активной поддержке различных общественных объединений. В программе комфортной городской среды смогли участвовать муниципалитеты, в которых проживает больше 1000 человек. Направлена она была на создание новых правил благоустройства и содержания городов. Напомним, по итогам прошлого года наша республика попала в 5 лидеров по реализации проекта среди всех субъектов страны. Городские власти провели большую работу, это в части, чтобы люди у нас проголосовали за и выбрали территорию для благоустройства в этом году. У нас, знаете, победители вышли 3 территории, на Варгашоре, 2 городские территории. И у нас такое даже соревнование разыгралось среди жителей, которые хотят благоустроить именно свою территорию. Еще не ясно, как будет проходить голосование по проектам на 2019 год. Возможно, выбор пространств благоустройства снова приурочат к знаменательной дате. Впрочем, сейчас загадывать рано. Наверняка можно сказать одно: этот год для комфортной городской среды не последний. Мы здесь живем, поэтому это наша жизнь. Как это может быть неважно? Выбрал Стефановскую площадь возле бассейна и Кировский парк надо благоустраивать. Ну, если это будет работать, конечно, то я за обеими руками. Побольше детских развлекательных этих самых и чистоту, порядок, чистоту. И чтобы действительно дети тянулись туда, а родители не, как вам сказать, не переживали, что вот он там упадет, вот что там, он в грязь провалится. И, конечно, Кировский парк. Ну что там? Ну, вот, конечно, по сравнению с тем, как было, стало намного лучше. Как-то заходишь, светло, красиво. Ну, набережную, что благоустроили. И до конца довели начатое. На подведение итогов голосования у органов власти есть 2 дня. Проекты победителей будут осуществлены уже в этом году, а остальные ждать своей очереди и следующего голосования жителей. Евгений Стокос, телеканал Юрган.